ранок на телеканалі АТР продовжується. В ефірі програма «Саба». Я її ведуча Олександра Сенько. І обговорюємо найважливіші і найактуальніші теми в Україні і світі. Власне, про вирогідність кібератак з боку Російської Федерації говоримо з гостем студії Ігор Козаченко, екс-начальник Держцентру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам. Добрий день. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. США та Російська Федерація продовжують співробітництво у сфері боротьби з тероризмом, проте директор ЦРУ Майк Помпео вважає Росію скоріше вороже налаштованою країною, а також очікує від Росії спроби втручання у вибори, які мають відбутися у листопаді у США. Звичайно, я очікую, що вони спробують зробити щось, але я впевнений, що Америка зможе провести вільні і чесні вибори, і що нам вдасться домогтися того, щоб їх зусилля серйозно не вплинули на результат голосування. Як заявив раніше радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Герберт Макмастер, в Білому домі не сумніваються, що за спробами втручання у передвиборчу кампанію в США в 2016 році стояв Кремль. От, пане Ігоре, як ви взагалі оцінюєте готовність і Сполучених Штатів Америки, і європейських країн до можливих кібератак і кібершпигунства? Соответственно, Соединенные Штаты уже имеют опыт борьбы с киберугрозами. Непосредственно это продемонстрировало как раз во время президентских выборов в 2016 году, когда действительно Демократическая партия подверглась атаке российских спецслужб. И, соответственно, была получена информация о том, что действительно данная атака, она была удачной. Но результаты были широко показаны в СМИ, поэтому не буду повторяться в этом отношении. Что касается имоверности, проведения данных атак, да, это действительно быстрее всего оно так и будет. Почему? Потому что можно посмотреть немножко в историю, взять 2014 год, выборы на Украине президента Украины, и, соответственно, была очень сильная атака на ЦВК, на информационные ресурсы ЦВК. Как пример того, что была показана картинка Яриша. И, соответственно, за этим стояли также спецслужбы России. Почему? Потому что только российские СМИ в утренних новостях показали эту картинку. И, соответственно, по тем логам, которые нам были представлены, которые мы получили, было действительно видно, что это действительно заходили российские телеканалы. И мы подготовили тогда запрос ФСБ Российской Федерации. Но я так понимаю, что до сих пор ответа еще не получен. Второй вопрос – это посмотрим выборы в дальнейшем. Да? Это выборы во Франции. Опять же, российский след. Это Испания, да, Каталония, опять российский след. Это Мексика, опять же, российский след. Поэтому… А вирус Петя? Вирус Петя, да, это довольно интересная атака. Я думаю, что это производная от той атаки, которая была в 2014 году на президентских выборах. Это, быстрее всего, была шлифовка кибероружия для дальнейших возможных атак. Кстати, этот сценарий может быть также применен и в ноябре 2018 года, как раз вот на выборах в США. Як ви вважаєте, які уроки та які висновки і дії має зробити Україна після таких масштабних атак на обленерго там у 2015-2016 році? Той ж вже загаданий вірус Петя, який теж наробив чимало лиха. Соответственно, результаты, они налицо. Были приняты ряд документов, указ президента, в том числе стратегия кибербезопасности. Соответственно, появилось понимание, наконец-то, что кибервойна все-таки, она вот она, и ее можно даже ощутить. И правительство Украины сделало очень много для того, чтобы избежать дальнейших подобных кибератак. Но я хотел однозначно сказать, что у нас война не идет только на Востоке. Она идет и сейчас, сию же секунду, сию же на Украине. И эта кибервойна, она действительно уже не только относится к информационным государственным ресурсам или СМИ, она относится и к обыкновенным пользователям, обыкновенным гражданам Украины.
Чи є здобутки у українських кібервійськ? От власне, чим вони можуть поділитися зі світовою спільнотою? Это громадный опыт. Почему? Потому что с 2014 года действительно под напором таких кибератак мы приобрели громадный опыт именно борьбы с ними. Які атаки нам нашій кіберполіції вже вдалося попередити? Ну, киберполиция расследует инциденты, а попереджает атаки или Служба безопасности Украины в соответствии с своим ситуационным центром, или даже спецзв'язку, или госпецсвязь, соответственно, с киберцентром, который в свое время я возглавлял. Поэтому... Власне, коли ви очолювали кіберцентр, які атаки вже, на що були атаки і що вдалося попередити або якимось чином уникнути загрози? В первую очередь атаки были, DDoS-атаки так званые, на отказ в обслуживании. Это на такие сайты, как сайт президента Украины, это кабинет министров Украины, там сайт РНБО, опять же госпецсвязь, Держспецзв'язку, На фінансові установи були Мінекономіки. атаки? Так, на Национальный банк Украины, на казначейство. И, опять же, тот же самый 14-15 год, опять же, атака на информационные ресурсы казначейства, на Минфин, в том числе и попытка дестабилизировать передачу информационных данных в информационных сетях. Ну, конечно, коллапса не было, потому что уже опыт был, как бороться с этими атаками, и поэтому буквально за считанные там, даже минуты, даже часы были предотвращены эти атаки. Чи вдалося когось, принаймні, чи вдалося когось притягнути до відповідальності? Чи є якісь слідчі впровадження, чи йде слідство? От є якісь виходи на те, дійсно, на тих людей, які реалізовують ці атаки? Ну, этот вопрос больше, наверное, в компетенции нашей киберполиции. Соответственно, по тем данным, которые я владею, да, конечно, есть такие криминальные справы. Они открытые, они ведутся. Есть, опять же, информационные данные по тому, что есть некоторые группирования, которые действительно проводили какие-то акции в Украине. Ну, я думаю, Служба безопасности Украины, думаю, даст полноценный ответ на эти вопросы, в том числе и на возможности привлечения к уголовной ответственности. Є перелік і російських сайтів соціальних мереж, і пошукових сайтів, які Україна заблокувала. Як ви вважаєте, чи є якийсь хороший ефект від цього? Чи дійсно це працює? Лирический вопрос. Как технический специалист я скажу, что, конечно, можно найти пути обхода, в принципе, что и сделано. Но положительно то, что действительно большая часть контента, украинского контента, перестала ходить на информационные ресурсы Российской Федерации. Были даже интересные случаи, когда ваши коллеги обращались к нам и говорили, что мы подверглись взлому, наши почтовые ящики были взломаны, наша почта была получена в третьи руки. И, соответственно, когда мы начали расследовать данный инцидент, то есть рассматривать данный инцидент, оказалось, что почтовые ящики находятся у них на Mail.ru. Ну и поэтому задается вопрос, зачем сразу на себя подвергать такой опасности. Есть много украинских информационных ресурсов, интернет-провайдеров, которые имеют соответствующую степень защиты информационной безопасности, на которых можно размещать информационный ресурс, как веб-ресурс, так и почтовый ресурс. Дуже багато і європейських країн, і Сполучені Штати Америки вкладають зараз ресурсів і фінансових, і інтелектуальних у свою у забезпечення кібербезпеки. Як ви вважаєте, чи достатньо для цього робить Україна і що вона ще має робити? После вируса Пети, как ни странно, действительно был мощный толчок для того, чтобы Украина начала выделять финансовые ресурсы для того, чтобы можно было закупать оборудование, повысить зарплату специалистам в области кибербезопасности, киберзащиты в том числе. И это как раз дало толчок того, чтобы специалисты начали оставаться и работать в государственных структурах. Это очень тоже большая проблема. Почему? Потому что, получая опыт именно в вопросах киберзащиты, специалисты уходят в коммерческие структуры.
Соответственно, по линии Украина-НАТО вот было получено как бы оборудование, были построены ситуационные центры в службе безопасности Украины, об этом есть новости в службе безопасности, я так понимаю, в госпедсвязи в том числе. И это тоже большой толчок к тому, чтобы один из уровней защищенности информационных ресурсов. И, соответственно, ситуационные центры, которые уже есть, существуют в администрации президента, в РНБО, они позволяют быстро принимать решения по любой угрозе, в том числе и по киберугрозе. Данные ситуационные центры, которые уже есть в службе безопасности Украины и в госпедсвязи, они позволят действительно сосредоточиться на кибербезопасности, на киберугрозах и противостоять атакам. То есть моментально принимать решения не единолично, а коллегиально, что позволит защитить в более полном объеме и критическую инфраструктуру, и государственные органы, но і також і комерційний сектор. Скажіть, будь ласка, чи є от власне після чисельних кібератак, і було дуже багато публікацій, де експерти з інформаційних технологій говорили про те, що Україна є таким своєрідним полігоном для тренувань, для якихось от власне для тренувань і кіберзлочинців, і кібершпигунів. Як ви оцінюєте? Чи оцінюєте шанси, вірніше, можливості України захистити себе? І принаймні, от коли для самозахисту, для безпеки власне системи власних особистих даних і безпеки держави. Соответственно, я уже говорил выше, что сейчас в Украине идет кибервойна. Соответственно, это прекраснейший полигон, конечно, для отработки кибероружия. Такой же полигон существует, опять же, на Востоке. Да, Россия как бы отрабатывает там тоже новые виды оружия, связанные с летального оружия. Да. Такой же полигон, он тяжело его назвать полигоном. Почему? Потому что действительно это самая настоящая война, только в киберпространстве. Да, может, для обыкновенного пользователя это звучит как бы пафосно, но на самом деле это так, потому что мы сейчас разговариваем здесь в суде, мои коллеги сейчас находятся за компьютерами и все-таки ведут борьбу с киберпреступниками именно по ту сторону, как у нас говорят, IP-адреса или клавиатуры. То, что оттачивается данное оружие на нашем полигоне, да, оно так и существует. Опять же, пример Пети, да, опять же, пример кролика, да, бешеного кролика, как у нас называется. Опять пример Локи, который криптовальщика. Можно говорить о том, что до этого была попытка, не попытка даже, а, наверное, быстрее всего это был отработан сценарий по облэнерго, да, там мы говорим Закарпатская, Киевская область, там Киева. Мы говорим про атаку недавнюю осенью, это на информационные ресурсы транспортных структур. Пострадал тогда аэропорт Одессы, пострадала инфраструктура, попытки были атак на железнодорожную, информационную структуру железных дорог и так далее. То есть эти точечные атаки, они как раз и отрабатывают этот сценарий для того, чтобы в комплексе можно было атаковать всю інфраструктуру страны. Чи українські кіберфахівці можуть поділитися своїм досвідом, і цей досвід може бути корисним для спеціалістів зі Сполучених Штатів Америки? Тому що от, власне, і директор ЦРУ, і голова і радник президента з національної безпеки готові до цих атак. Але якими вони будуть і де може бути найбільш вирогідніша, наймасштабніша атака, поки що невідомо. Українські спеціалісти можуть порадити щось? Конечно, я как говорю, что у нас громаднейший опыт по борьбе с кибератаками. Соответственно, существует... Що знають українці, чого не знають американці? У них нет такого опыта для того, чтобы проводить эффективно защиту от информационных ресурсов и защиту от кибератак. Непосредственно, опять же, выток информации с АНБ по уязвимости 17.10 Microsoft привел к тому, что была успешно проведена атака Петя, да, это была успешно проведена атака WannaCry. Пока действительно, да, мы идем впереди
наверное, опыта. Да, нас не хватает, может, каких-то физических средств, да, техники, оборудования, программного обеспечения. Но, думаю, Хто это має, есть. хто має це забезпечити? Ну, в первую очередь это должно обеспечить государство. Соответственно, как я говорил, в рамках помощи Украина НАТО, опять же, была обеспечена программно-аппаратными комплексами данные структуры, которые позволили также защитить, добавить новый уровень безопасности. Соответственно, в соответствии с стратегией кибербезопасности Украины, там четко прописано, куда мы движемся. И стратегия направлена именно на физические и технические решения по предотвращению киберугроз в Украине, особенно защиты инфраструктуры и критической инфраструктуры государства. Пане Ігоре, от загроза кібервійни, вона йде лише з боку Російської Федерації, чи є ще інші країни, які теж зацікавлені? Тяжело ответить на этот вопрос. Почему? Потому что надо смотреть в корень, кому выгодно. Потому что киберугрозы просто так не рождаются. Соответственно, есть два вида киберугроз. Это получение прибыли, то есть финансовая достатность. И второе – это политический. Опять же, вернемся к всем известному вирусу Петя. Наверное, он все знают уже на Украине, поэтому, наверное, общественности проще говорить на этом примере. Понятно, что это криптологер, который зашифровал ваши данные на компьютере, и, соответственно, после того, как криптовымогатели должны были получить подтверждение того, что данные зашифрованы, они должны предоставить вам административный доступ для того, чтобы могли расшифровать после того, как вы перечислите денег. В этом случае этого не произошло. То есть никто не просил получить финансовую выгоду. Соответственно, можно было сделать прямой вывод, что это была политическая акция. Соответственно, кому выгодно сейчас именно с точки зрения политики? Понятно, что у нас есть противодействие с Российской Федерацией, поэтому политически понятно, что наш сосед заинтересован в деструктивных действиях по отношению к Украине, в том числе к ее информационных ресурсам. То же самое можно и привести пример 2008 года в Грузии, когда была мощнейшая кибератака на информационные ресурсы Грузии во время войны в Грузии. И тогда Грузия обратилась за помощью как раз Украине, президент Грузии обратился к президенту Украины, чтобы мы помогли им противостоять киберугрозе. И мы успешно побороли все-таки эту угрозу. Да, действительно, от такого масштаба атак мы были немножко потрясены. Почему? Потому что были заражены все информационные ресурсы, начиная от медиа, заканчивая государственными структурами. И все заявления фейковые, которые происходили на государственных информационных ресурсах, понятно, воспринимались общественностью. И приложили много усилий для того, чтобы все-таки вернуть управление информационных ресурсов в Грузии в руки государства. И нам это удалось. Наразі, як ви вважаєте, крім України, яка з країн Європи ще зараз у найбільшій небезпеці з боку атак проросійських кібервійськ? Я думаю, что вся Европа, соответственно, она не чувствует себя безопасно по отношению к европейскому соседу. Понятно, что Соединенные Штаты также подвержены постоянным кибератакам. Недавняя атака на Госдеп США показала о том, что действительно это так. То есть нидерландские спецслужбы, а именно внешняя разведка как раз и подтвердила о том, что готовится атака на Госдеп, и Госдеп США принял все методы и возможности для того, чтобы противостоять. Такая борьба длилась практически сутки. И АНБ, и, соответственно, ФСБ противостояли друг другу в полном объеме. И благодаря того, что данная информация была представлена Госдепу и спецслужбам Америки вовремя, именно нидерландскими спецслужбами, они победили в этой борьбе. За этим стоит так званая хакерская группа «Медведь». Они имеют разный оттенок. Они даже расположены, один из университетов в Московском университете. Поэтому показания того, что постоянно будет
попытки дискредитировать какие-то действия по отношению к информационным ресурсам любого государства, европейского или американского, это однозначно. Добре, дякую за ваші коментарі. Ігор Козаченко, екс-начальник Держцентру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам, був гостем студії. Дякую. Залишайтесь з нами.